Татарские беседы в узбекской чайхане. Беседа первая, вводная. Карудинов Ришат Равильевич, Равайна Салятьевна, Бият Аниевна. Тамырларыбыз Балташныка, ауыл Атилик Исмаил, Аники Янгул, Янгыл деген татарша. Янгыл ауыл. Шундай матур исемli татарларына куш алалар. Шулай бит, эме? Янгул Рушайканда тәрҗемәсе новый цветок, что ли, или ян? Цветок души. Янгуль, а может Янга-Юл, новая дорога? Нет, это уже по-русски перевод такой. А по-татарски Янгель – это цветок души. Ага, вы, наверное, академик, историк. Нет, я и не историк, и не академик. Вот. Я простой гражданин, простой человек, который иногда любит философствовать и думать о том, где мы живем, как мы живем и куда мы идем. А по профессии? Чем занимались? Я по профессии, по образованию, лучше сказать, микробиолог, потому что профессия это такая, как говорил мой любимый преподаватель Сайманова Роза. Если микробиологией неделю не позанимался, ты отстал там на год не позанимался, ты отстал на всю жизнь. Но если ближе к истории, вот я слышал, что вы со многими знаменитыми историками встречались, разговаривали, беседовали. Мне вообще главное в жизни человека – это общение. А общение, инструмент – это культура. Вот мне нравится общаться с культурными людьми, которые я вижу, что у них есть чему учиться, что перенять. Поэтому мне интересно с ними общаться. Один из таких вот замечательных людей, который встретился на моем пути, это вот была Порохова такая. Вы знаете, переводчик Корана. Не переводчик, а на пояснении. Толкователь Корана. Пояснение Корана, она так говорила. Переводить Коран нельзя. Ну да. Вот, она мне подарила свою вот эту книгу. Я с ней несколько раз встречался. В то время это было ведь такое событие. Это было очень важно, да, событие. В культуре. Все сторонились от этого Корана, а она, несмотря что на свое происхождение. Важно еще то, что она сама русская, этническая русский человек, она дворян по происхождению, но она настолько умный человек. Наш Всевышний, он любит думающих людей. Не тех, которые там лбом землю прошибут, да, для того, чтобы там, как говорят, заставить дурака Бога молиться, да. Всевышний любит думающих людей. Поэтому Порохова в этом плане, она очень уникальный человек. Уникальный еще вдвойне, потому что она русская. И она поняла, что христианство это не ее, ислам это ее содержание жизни. Она до конца дней своих пропагандировала ислам. Наверное, лучшего пропагандиста я вообще не видел. Даже муллы, которых я знаю, они уступают ей в этом плане. Ну, так в жизни, конечно, много разных было событий. Тагын кемнәр бар танышларына, якын Я с танышлар? удовольствием сказал, что я горжусь тем, что я лично знаком с Рафаэлем Сергеевичем Хакимовым. На мой взгляд, это недооцененный человек на сегодня. Вот, настолько уникальный, настолько он добрый, думающий, умный человек. Я думаю, в будущем еще много будет о нем сказано хорошего. Но сейчас, к сожалению, о нем очень много забыли. Вот Салим Абдрахманович у меня хороший друг есть, который меня втянул в это дело, издание книг. Вот. И я ему за это очень благодарен. В принципе, мы с ним издали уже 4 книги вместе, да? Вот, первая книга там я никак не отмечался, а вот в остальных там есть, так что я в Карудинов Ришат Равильевич там участвовал в финансировании этих книг. Вы как финансисты участвовали? Я исключительно как финансист, потому что сами книги писал Галиний Киев. А, я знаю это эти книги, да. который живет в Уфе, он адвокат. Он... Уфимец, да, в Башкортостане? Он... В то время, это было лет 15 назад, в эту тему, во-первых, многие боялись войти, вот, а многие недопонимали. Вот Ришат, он все это, как говорят, преодолел и участвовал в финансировании. Потому что для многих татарская история – это некая подпольная организация, которую надо держаться подальше. Это так, да. Ну, еще нужно сказать, что Салим Абдрахманович, он же
совершенно бескорыстно это делает. Он на этом не зарабатывает ни копейки, он только тратит деньги. Вот и он меня втянул в это дело, я тоже стал тратить лишние, ну, не лишние, а как Тоже бескорыстным стал. бескорыстно, да. Мы на этом не зарабатываем. Вот. Это очень важно. Сказать, что вот мне не посчастливилось, он встречался Хаджи Мурат. С Хаджи Мурат Аджи. Мурат Аджи. Ну это же известная личность, да. Нет, я с ним не встречался, я с ним по телефону общался. ну- Соответственно, не успел, он умер. Ну он в Казань же приезжал здесь, он участвовал в Конгрессе татар. Ренат Да. встречался, твой сосед. Это Я уникальная личность. Это, это уникальная 100% личность, да, тоже недооцененная. Я считаю, что ему нужно как минимум памятник поставить и улицу в Казани назвать. Это же он сказал, что кумыки это тоже татары. Он здесь в Казани сказал, кумыки это тоже татары. Вот эту фразу я не знаю, я только... Это 100% он так. У него есть статья «Кумыки – это татары». Мы дети одной реки. Я, говорит, как географ, вот почему-то важные исторические открытия делают не историки, а биологи, географы и прочее. Потому что, говорит, изменилось русло реки Волга, Итиль, да? А она раньше протекала в другом месте, где кумыки жили, татары, мы дети одной реки. Я бы даже сказал, эта фраза очень хорошая, уникальная, я ее первый раз слышу, мне она нравится. Но я бы вот что еще сказал. Мы идем непроторенной дорогой. Если когда-то вот Рафаэль Сибгатович меня поправил и сказал, что Ришат, ты можешь говорить все, что угодно, да, я этого не могу себе позволить, потому что я как ученый должен обосновывать факты, значит, реальными какими-то документами. Ну, у нас фольк-история, народная история, нам можно. У нас, мы же как летопись ведем. Мы просто беседуем. И не просто, мы анализируем, мы сопоставляем. Ну да, и беседуем так дружески, это не больше- претендуя на истину последней инстанции. Это тоже научный подход, понимаете? Мы же все равно не можем тяп-ляп, что-то там говорить, да, откуда ты взял там и шлепнул. Мы логически это высказываем, какой-то уже результат мыслей, работа мыслей. Вот логика будет во второй части. Ну вот мысль понравилась мне, что мы идем новой дорогой. Я бы хотел сказать, что мы идем по дороге, которая заросла. Мы ее расчищаем, восстанавливаем ту дорогу, которая исторически она была, но она заросла. Фальсификации, там, придумывания и так далее. Мы хотим расчистить и показать ту дорогу, которая была. Я согласен. Даламабар. Продолжение следует.